что еще два вопроса, и ответим тогда на вопросы, которые есть в чате. Пока, друзья, вот потерпите еще минуток 5. Очень важные вопросы, часто их на горячей линии задают, в комментариях к видео и так далее. Вот такой есть вопрос еще, НПВС, нестероидное противовоспаление, кетоджект, вот эти вот все препараты. Кто-то лечит антибиотиками и использует их, кто-то не использует. Вот я, например, как столкнулся сам как человек, я понял, на людях они очень сильно используются, эти НПВС. То есть они обезболивают, где-то воспаление снимают, просто комфорт какой-то создают. А вот у тебя, когда дома, например, или на ферме и так далее, вот нету проблемы купить что-то. Вот как им пользоваться вообще? Вот стоит флакон кетоджекта, вот стоит флакон или ящик. Ну, куда он разойдется? Самый распространенный это кетопрофен. Кетопрофен. Да. Там и действующее вещество тоже это кетопрофен, и это есть и препараты, и название, и он производится вот многими фабриками по таким названиям. То есть много производителей. Да. Ну а так, сейчас сначала начну, что такое нестероидные противовоспалительные препараты. Самое простое в медицине это аспирин. Это самый простой. Потом ибупрофен, вот такие. Ну, все люди знают эти препараты. Да. И вот когда, например, человек заболеет, ему врач... кетанол там это всякие, да? Назначает, например, вот ампицилин попей ты и, например, ибупрофен. Или каждый знает, температура, это надо еще аспирин пить. Вот. А в ветеринарии это кетопрофен препарат. В чем суть его? Например, заболела корова маститом. И мастит такой, например, серозный, такой сильный мастит, что там она шла, утром подоилась нормально, а вечером приходит доля раздутая, красная, и не дается дотронуться корова, и там оттуда уже не молоко идет, а такая желтая водичка соска, вот такой серьезный мастит. Просто там шприцы ввести в сосок, это ничего не поможет, это ни о чем. Это необходимо внутримышечные антибиотики применять, широкого спектра действия. Конечно же, и в сосок вводить антибиотики, и еще применять вот эти нестероидные противовоспалительные препараты. Это кетопрофен. Укол, сосок и кетопрофен. Кетопрофен тоже укол, да. Он колется там 3 кубика на 100 килограмм веса, то есть получается на корову где-то 15 миллилитров и курс лечения 3-5 дней. Если лечить со своего опыта, например, если лечить корову просто антибиотиками, вот внутримышечный сосок вводить это шприцы, корова намного дольше вылечивается, и этот процесс лечения затягивается. А если применять еще дополнительно нестероидные препараты противовоспалительные, они же так и называются, противовоспалительные, они уменьшают отек, уменьшают воспалительный процесс. Быстрее вылечиваются, да? Да, и снижают температуру, если у животного, то есть обезболивают даже немного. Животное бывает, вот так, как я рассказывал, корова приходит с такой долей вымени, вечером ее пролечишь, вот такую полностью комплексно. Утром уже доля опавшая, не такая раздутая, не такая горячая, уже и краснота эта сошла, уже намного лучше. Буквально за 12 часов намного лучше эффект. А в течение 3 дней курса лечения, и она уже начинает обратно молоко давать, конечно, то не будет сразу давать, уже начинает восстанавливаться. Мой совет это обязательно при серьезных воспалениях применять этот препарат. Другое дело, если, например, просто там приходит корова, все нормально доится, катаральный мастит там с одной долей сгустки пошли. Вот вы сдаиваете, там немножко сгустки, так она мягкая. В таком случае достаточно, например, всего лишь ввести противомаститный препарат в сосок. В этом случае не стоит применять. При эндометритах сильных, вот тоже он хорошо помогает. Вот, например, расселилась корова, потом задержание последа, особенно когда первотелки, там разрывы немножко, там влагалища разрывы, там шейки матки. Это ж сильный потом воспалительный процесс. И можно навредить вот НПВС? Или в принципе лучше уколоть, чем не уколоть? Лучше уколоть в таких случаях тяжелых. Вред от лекарства намного раз меньше, чем если его не применять. 100 раз, да? Да. Вот и в таких случаях тоже обязательно, например, то есть при тяжелых воспалительных процессах это обязательно надо применять эти препараты. При незначительных не стоит применять. Я понял. Спасибо. Вот почему? Потому что актуально. Да, то есть в аптечке всегда он такой в топ, скажем так, используемых, да? Пылью не зарастет, условно говоря. Конечно. Да?
он не сильно дорогой, там флакончик. Ясно. Надо, чтобы был.